Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшевшара. Коротко о темах в сегодняшнем выпуске. В селе Бамбора Гудаутского района прошло торжественное построение в честь 20-й годовщины создания первого отдельного мотострелкового батальона. О ситуации с преступностью в столице министру внутренних дел Роберту Киут доложил начальник УВД по городу Сухум Астамур Хагуш. В Сухумской 12-й средней школе идут капитальные работы по ремонту спортзала. Также планируют установить внутри сцену для праздничных мероприятий. Начнем выпуск с кадровых назначений. Сергей Шамба освобожден от должности секретаря Совета безопасности Абхазии и назначен министром иностранных дел. Соответствующие указы подписал президент Аслан Бжаня. Следующим указом глава государства назначил на должность секретаря Совбеза Рауля Лолуа. 747 миллионов рублей налоговых платежей поступило в бюджет страны в июле текущего года. Выполнение прогнозных показателей составило 117%, сообщает пресс-служба Министерства по налогам и сборам. За 7 месяцев в бюджет республики поступило налоговых платежей 2 миллиарда 934 миллиона рублей при плане в 2,5 миллиарда. Выполнение составило 116%. Министр сельского хозяйства Беслан Джопо посетил объекты сельхозназначения в Гудаутском и Гагарском районах, частных предпринимателей, занимающихся выращиванием фруктовых насаждений, цех по переработке сельхозпродукции, виноградники в селе Дурипш, животноводческую ферму в Гагарском районе. Эти объекты получили немалую поддержку от государства. Где-то помогли с приобретением техники, кому-то купили саженцы, а кому-то стройматериалы. Беслан Джопо увиденным остался доволен и отметил, что инспекционные поездки по объектам сельхозназначения будут продолжены и в другие районы республики. В Гудаутах это те проекты, которые финансировались тоже по президентской программе по линии развития сельского хозяйства. Мы проинспектировали несколько проектов по виноградарству, по цитрусам и по переработке. Они в очень нормальном, хорошем состоянии. Единственное, вот где мы оказали помощь по высадке виноградников, там немножечко не хватает ухода. Это вот то, что надо исправить. Мы на этом обратим внимание, обязательно исправим вместе с теми, кто занимается этим. В Гагарском районе это объекты, мы посетили частных инвесторов, то есть те, которые вот своими средствами создали очень даже такие емкие, хорошие сельхозпредприятия. Первое это было вот где в районе поселка Сичко, где был цитрусовый совхоз Абхазии. Это на редкость, где биологически устаревшие цитрусовые плантации, которые выкорчеваны, вместо них идут посадки тех же наших местных сортов цитрусовых. Это ребята, инвесторы из России вместе с нашими гражданами. Они восстанавливают эти плантации по линии животноводства у гражданина Абхазии, нашего соотечественника Адкура Хагуш. Вот, продолжает дело отца, который смог в дальнейшем даже развить вот в области и животноводства, и обеспечение людей рабочими местами на месте. Это вот ферма по новейшим, даже по российским мерам технологий. И вот то, что вокруг этой фермы происходит, это вся продукция доводится до конечного результата, до продукции со своими магазинами, со своей сыроварней. То есть это вот то, что настоящий предприниматель может добиться. Такие успехи есть у этих ребят, и всегда будет у них поддержка, какая необходима будет от государства. 6 августа – важная дата для вооруженных сил Республики Абхазия. Именно в этот день, в 2004 году, был образован первый мотострелковый батальон, который сегодня с честью выполняет свою воинскую миссию в составе Министерства обороны. В селе Бамбора Гудаутского района состоялось торжественное построение. Поздравить личный состав батальона пришли представители Министерства обороны, Российской 7-й военной базы, руководство района, ветераны войны народа Абхазии, наша съемочная группа. Репортаж Заура Кварчи.
Днем открытых дверей сегодня встречал гостей первый отдельный мотострелковый батальон, расквартированный в селе Бамбора Гудаутского района. У всех собравшихся здесь была уникальная возможность посмотреть технику и вооружение и узнать историю этого доблестного формирования. 6 августа 2004 году здесь был сформирован второй отдельно смешанный артиллерийский дивизион. Затем в 2007 году сформировали первый отдельный мотострелковый батальон. По сей день сегодня батальон выполняет поставленные задачи руководством министром обороны Республики Абхазия. Все планы основных мероприятий проводятся в полном объеме. Вся военная техника и стрелковое вооружение выставлено, которые образцовые, принимали участие в Кадорском ущелье, в Отечественной войне 92-93 года. В нашем батальоне офицеры, которые проходят службу, настоящую службу, все с высшим образованием, многие из них с академическим образованием. Поздравить военнослужащих со знаменательной датой пришли представители Министерства обороны, Российской 7-й военной базы, руководства Гудаутского района и ветераны войны. После торжественного построения было зачитано поздравительное письмо от министра обороны Абхазии Владимира Ануа. В августе 2004 года создается первый отдельный мотострелковый батальон. Многие из офицеров батальона принимали участие в Отечественной войне народа Абхазии и внесли значительный вклад в нашу общую победу. Почти все вооружение батальона добыто в ожесточенных боях Отечественной войны народа Абхазии, а также в операции по освобождению верхней части Кадорского ущелья. За боевые заслуги перед Родиной многие из вас отмечены высокими государственными и военными наградами. Уверен, что личный состав, обладая высокой профессиональной подготовкой, специальными знаниями и навыками, с честью выполнит все поставленные задачи. В этот праздничный день желаю всему личному составу крепкого здоровья, счастья, долгих лет жизни и успехов в службе на благо нашего Отечества. За время образования части здесь было призвано на срочную службу и уволено в запас более 2000 человек. Амиран Кайтан сейчас проходит службу в батальоне. Молодой человек в прошлом году окончил Институт искусств в Нальчике, после чего был призван в абхазскую армию. Вот службу прохожу уже 3 месяца. За 3 месяца, честно вам скажу, уже многое повидал, уже многое узнал. У нас обычно ведутся лекции. Это получается обращение с оружием, разбирать, собирать. Бывают у нас дни, когда за техникой мы следим. Это обязательно, чтобы оно было в хорошем состоянии, чистым. Это самое главное. Себя. Самое главное — форма. Форму одежды не нарушать. Даже на плацу это самое главное. Молодежь должны служить. Это обязательно, потому что не знаем, что произойдет, и мы должны обращаться с оружием, должны себя вести правильно, имеется в виду в военном положении. Поэтому, я думаю, надо всей молодежи через это пройти. Кадровый состав части постоянно пополняется офицерами, окончившими высшие военные заведения Абхазии и России. Один из них — выпускник Московской военной академии имени Жукова Владислав Тарба, недавно вернувшийся на родину. На территории Республики Абхазия повсеместно проводятся различные командно-штабные тренировки, командно-штабные учения, в которых первый батальон принимает активнейшее участие. Первый батальон всегда участвовал во всех соревнованиях первенства Министерства обороны, где занимал призовые места. Как министр обороны, как и все его заместители, начальник генерального штаба. Все задачи, которые ставят, мы к выполнению этих задач готовы. Мы укомплектованы кадровым офицерским составом в полном объеме. В честь знаменательной даты отличившиеся военнослужащие были награждены ведомственными медалями и грамотами. Также были присвоены очередные воинские звания. По окончанию торжественной части перед собравшимися выступил ансамбль Гудаутского дома культуры имени Мушни Дасаня. Заур Кварча, Рамо Камки, Абхазское телевидение.
Сухуми стало меньше преступлений. Об этом министру внутренних дел Роберту Киут доложил начальник УВД по городу Сухум Астамур Хагуш. Выездное совещание, посвященное итогам работы управления за 7 месяцев, прошло 6 августа. Подробности в материале пресс-службы МВД. В Сухуми стало меньше преступлений. Об этом министру внутренних дел, генерал-майору милиции Роберту Киут доложил начальник УВД по городу Сухум полковник Астамур Хагуш. Выездное совещание, посвященное итогам работы управления за 7 месяцев, прошло 6 августа. Хагуш доложил, что в настоящее время работу управления осуществляют 130 сотрудников или 65,3% из положенных по штату. За 7 месяцев 2024 года зарегистрировано 92 преступления, раскрыто 84, 91,3%. Из них тяжких 41, раскрыто 34, это 82,9%. За аналогичный период 2023 года зарегистрировано 116 преступлений, раскрыто 111, 95,6%. Тяжких 53, раскрыто 49, 92,4%. То есть на 24 преступления меньше. За отчетный период АУР УВД по городу Сухум доставлено 218 человек, из них за употребление наркотических средств 69, осуждено 43, на 15, 22 человека оштрафовано, 4 отсрочки. Срочки контролируем, стоят на них контрольные карточки, когда заканчивается срочка, мы задерживаем, и они несут наказание согласно решению суда. Сотрудниками ГАИ по городу Сухум было выявлено 7589 нарушений правил дорожного движения, в нетрезвом состоянии 416, за управление тонированными стеклами 54, за управлением в нетрезвом состоянии лишено водительских прав 329, оштрафовано 110 по статье 119, часть 1 КоАП Республики Абхазия. Направлено в городской суд 143 материала, сотрудниками УГАИ доставлено, дактилоскопировано 143 человека. Следственным отделом и отделом дознания УВД по городу Сухум за отчетный период было направлено в суд 42 уголовных дела. Привлечено к ответственности 48 человек. Службой милиции общественной безопасности УВД по городу Сухум исполнено 380 отдельных поручений. Составлено 1923 протокола, проведено 176 общественно-массовых мероприятий. У нас 63 человека ежесуточно задействованы. Это вся набережная от Килосура до Маякского поворота. Почему пошел спад преступлений? Это все дает результат профмероприятий. То есть ежедневно, ежесуточно проводится данное мероприятие. Что касается нераскрытых преступлений, у нас их 7. Еженедельно проводим, Роберт Витальевич, оперативные совещания, есть перспективные, то есть в ближайшее время мы раскроем. Переходящие с прошлого года имеются? Никак нет. У нас все получается, раскрыто. По результатам 2023 года все преступления, которые у нас были, все раскрыты? Да. Министр Роберт Киут отметил четкую и слаженную работу коллектива. Генерал-майор милиции подчеркнул ряд положительных изменений в системе работы столичного УВД. Я реально объективно посмотрю всегда на эту картину. В этом городе я вырос, скажем, как и многие, наверное, здесь присутствующие знают, какая была обстановка и какова она сегодня. Она реально другая, только слепой может этого не увидеть. Но себя хвалить мы не собираемся, мы даем просто объективную оценку тому, что есть. То, что сегодня ситуация такая, это благодаря реально личному работе личного состава, который я как вижу, когда какое-то преступление совершается, оно фактически очень быстро раскрывается. Говоря об имеющихся проблемах, сотрудники обозначили кадровый дефицит и потребности в транспорте. Министр Киут обещал оказать максимальное содействие в их решении. Продолжаются специальные рейдовые мероприятия по выявлению лиц без права управления автотранспортом и нетрезвых водителей. Сотрудники госавтоинспекции продолжают специальные рейдовые мероприятия по выявлению лиц без права управления автотранспортом, нетрезвых водителей, а также тех, кто скрывает свое состояние, отказываясь от медицинского освидетельствования на предмет опьянения.
Конджари Абсыртгаревич, 1980 года рождения, житель города Сухум, управлял автомобилем в наркотическом опьянении. Хинту Байракли Джамбулович, 1987 года рождения, житель города Сухум, управлял автомобилем в наркотическом опьянении. Бганба Ахра Леонтьевич, 1984 года рождения, житель города Гудаута, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Матуа Данил Тимурович, 2003 года рождения, житель города Гудаута, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Лагвилава Джану Отарович, 1995 года рождения, житель Гулрыбского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Миквабия Зиновий Станиславович, 1991 года рождения, житель города Ткорчал, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Магдисян Рустам Аганесович, 1997 года рождения, житель города Гагра, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Айба Беслан Шутиевич, 1965 года рождения, житель Гудаутского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Терещенко Нина Витальевна, 2002 года рождения, жительница Ростовской области, управляла автомобилем в алкогольном опьянении. Чкадо Давид Нодаревич, 1977 года рождения, житель города Ачимчира, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Шилин Димурий Анатольевич, 1965 года рождения, житель города Ткорчал, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Камле Вадим Руфикович, 1988 года рождения, житель города Гудаута, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Строганов Дмитрий Александрович, 2003 года рождения, житель города Гагра, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Широзия Вахтанг Валерьевич, 1980 года рождения, житель Гагрского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении без водительского удостоверения. Аршба Эрик Фридонович, 1973 года рождения, житель города Сухум, отказался от медосвидетельствования на потребление нарковеществ. Зухба Батал Заканбеевич, 1973 года рождения, житель города Гудаута, отказался от медосвидетельствования на предмет потребления нарковеществ. Рейдовые мероприятия, направленные на выявление злостных нарушителей, проводятся каждый день по всем районам республики. Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов находится в эти дни в нашей стране. 6 августа Сергей Кравцов и министр просвещения Абхазии Налгаблия посетили Гагрскую среднюю школу номер 2 имени Попкова. Для них была организована экскурсия по одной из старейших школ Абхазии, построенной в 1904 году принцем Ольденбургским. Сергей Кравцов также встретился с абхазскими школьниками, которые вернулись из Артека, и пригласил их на празднование столетия Артека в следующем году. Репортаж Сергея Кварасхели. Во дворе второй Гагрской средней школы номер 2 уже ждали министра просвещения России Сергея Кравцова. Российского коллегу сопровождали глава Минпросвещения Абхазии Инал Габлия, его заместитель Ада Кварчелия, замглавы администрации Гагрского района Хана Гунба, а также заведующая районным отделом образования Мадина Ажба. Сергея Кравцова приветствовала директор школы Изабелла Ажба. Министр, в свою очередь, вручил букет заслуженному педагогу Абхазии Аделаиды Кабба, проработавшей в школе более 70 лет, и поздравил ее с прошедшим днем рождения. Ученики школы провели гостям экскурсию по музею боевой и трудовой славы. Далее гости направились на второй этаж, где их ждали дети, прибывшие из Артека. Мы заинтересованы в сотрудничестве, в обмене, чтобы как можно больше школьников из Российской Федерации посещали школы Республики Абхазия, такую замечательную школу, в которой, в частности, мы находимся, с традициями, патриотическим воспитанием, и также заинтересованы, что как можно больше школьников из республики приезжали в различные регионы России, узнавали, общались, в частности, не только по линии детских центров, но и участвовали в совместных олимпиадах, конкурсах, проектах, дружили, вместе развивали свои страны. Поэтому то, что вы уже побывали в Артеке, это такой серьезный шаг, говорит о том, что вы действительно целеустремленные ребята, хотите добиваться многого. Надеюсь, что будете развивать Республику Абхазия.
при вашей поддержке, Сергей Сергеевич. И такой замечательный центр, да, вам понравилось, действительно. Я был там в апреле. Я завидую вам, дорогие ребята, что у вас эта возможность есть. В моем детстве, к сожалению, это мне не удалось, но в взрослом, да, возрасте я побывал там, конечно, другими глазами на это все смотрю и завидую вам белой завистью, потому что такой центр – это не только общение, это новые знания, вдохновение на новые свершения. Я уверен, вы вернулись другими. Стали больше работать в команде, научились добиваться многого. Впервые Министерство просвещения Абхазии в рамках соглашения с руководством Артека отправило в лагерь школьников из Абхазии. Дети – победители различных олимпиад, в том числе международных. Участники Артека – более 3000 детей. Это школьники из всех регионов России, а также более 1000 ребят из 67 стран. Дети с большим удовольствием делились своими впечатлениями. У меня появилась мотивация, которой долгое время не было. Я буду стараться, работать, учиться, добиваться, участвовать. И, конечно, бы хотелось еще раз попасть в Артек. Нас было очень много с разных стран. Кто-то плохо разговаривал на русском из-за того, что языковые барьеры. Но потом мы поняли друг друга. И у меня, конечно, останутся эти воспоминания на всю жизнь. Эти прекрасные люди, природа. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов выразил заинтересованность в еще более тесном сотрудничестве с Минпросом Абхазии. Он пригласил детей в следующем году на празднование столетия Артека и отметил, что как можно больше детей из нашей страны должны иметь возможность посещать и Артек, и Орленок, а также крупные российские федеральные центры. Сария Кварацхеля, Даур Цулуки, Абхазское телевидение. В Сухумской 12-й средней школе идут капитальные работы по ремонту спортзала. Средства выделены из республиканского бюджета. После ремонта здесь смогут заниматься не только учащиеся школы, но и проводить различные спортивные соревнования городского масштаба. Спортзал расположен во дворе, имеет большую площадь и отдельный вход. Также планируют установить сцену для праздничных и торжественных мероприятий. Ульяна Рожкова расскажет подробнее. 12-я средняя Сухумская школа – одна из самых больших в городе. Расположена она в живописном и густонаселенном районе Маяка. Сейчас здесь обучаются более 300 детей. Спортзал в учебном заведении не функционировал все послевоенное время. Протекала крыша, и со временем все помещение пришло в негодность. Так как здание находится во дворе отдельным строением, на его ремонт нужны были немалые средства. Руководство школы обратилось к президенту с просьбой восстановить зал, и проект получил необходимое финансирование. Заниматься в том зале маленьком вы сейчас увидите. А в спортивной школе отсюда ездят в городские школы. Почему нас и обыгрывают? Они ходят в спортивные школы. И за счет этого выигрывают у нас очень по многим этим баскетболу, волейбол. Еще мы ничего, у нас площадка есть. Играли, а баскетбол на площадке у нас нету. Поэтому мы не очень сильны. У нас активнее, и особенно по легкой атлетике у нас всегда были активные учащиеся. До недавних пор полноценные уроки физкультуры проводились в школьном дворе. К слову сказать, двор здесь большой и просторный. Правда, заниматься дети могли только в хорошую погоду. После того, как отремонтируют спортзал, у школьников появится возможность не только проводить уроки физкультуры, но и более серьезно заниматься спортом. Специалисты обещают, что в новом спортзале для этого будут созданы все условия. Так как спортзал был в нерабочем состоянии, он был прям запущен, им не пользовались и обратились в управление капитального строительства с письмом о том, что нужно его восстановить. Была составлена вся сметная документация, после чего уже объект был профинансирован и приступили к работам. На данном этапе уже выполнены работы по замене кровли частично, демонтажные работы уже произведены в полном объеме, также уже выполнены работы по электромонтажным работам. Сейчас уже подготавливают стены. В спортзале уже заменили крышу, провели электропроводку, водопровод и канализацию. Сейчас готовят стены к штукатурке. Конечно же, здесь предусмотрены раздевалки и санузлы. Также будет обустроена тренерская комната. Сейчас уже приступают к сантехническим работам, начинают подводить точки канализационные, и уже самого водопровода также.
Плюс еще там у нас вот помещение, оно будет поделено пополам, будет первый, второй этаж, на первом этаже будет складское помещение, а на втором уже будет тренерское. Район хороший, дети крепкие, не будут где-то бегать, будут приходить сюда, потому что в спортшколы городские они не могут ходить. У нас транспорт после 6, полседьмого не ходит, а тренировки начинаются в 5-7 и заканчиваются в 9. Завершить ремонтные работы планируют в сентябре. После ремонта в этом спортзале смогут заниматься не только учащиеся школы, но и проводить здесь различные спортивные соревнования городского масштаба. Также планируют установить сцену для праздничных и торжественных мероприятий. Ульяна Рожкова, Сергей Каджая, Абхазское телевидение. Дети из Абхазии примут участие в 3-м международном детском культурном форуме, который пройдет в Москве с 22 по 24 августа. Это студенты Сухумского музыкального училища Елизавета Хишба и Расима Ашуба, Сухумского училища культуры Салли Гвинджи и Рада Ашба, Сухумского художественного училища Салима Шоуа и Арина Джонуа. Всего на форуме будет 6 творческих направлений, и у каждого свои кураторы. Сопровождать делегацию будет ведущий специалист отдела культуры и искусства Министерства культуры Милана Ходжава. Охотничий сезон на территории Абхазии установлен с 17 августа сего года по 15 марта следующего года. Об этом сообщает Государственный комитет по экологии. При этом запрещается охота на все виды зверей и птиц, включенных в Красную книгу. Отлов для содержания в неволе, охота в особо охраняемых территориях. Для проведения законной охоты необходимо пройти регистрацию охотничьего оружия в органах МВД, иметь охотничий билет и квитанцию об уплате госпошлины. Более подробную информацию можно получить в Госкомэкологии, а также по телефону 226 39 28. В завершении выпуска расскажем о погоде. 7 августа ожидается переменная облачность, возможны осадки, гроза. Температура воздуха ночью 18-23, днем 27-32 градуса тепла. Температура морской воды плюс 28 градусов. На этом информационный выпуск Амшекшара подошел к концу. Всего хорошего и до свидания.